Гостей приветствуют хозяева фестиваля. 9 команд и 63 участника. Впереди их ждут не самые легкие конкурсы, но и участники собрались не из робкого десятка. Команде «Скотланд-Ярд» из Карабулакской гимназии хватило одного дня, чтобы определить состав участников. Для капитана Рамазана Куркиева этот фестиваль, помимо прочего, лучшая практика перед ЕГЭ. Школьник выбрал английский в качестве основного предмета. Для меня лично это очень интересно, так как мне в этом году предстоит сдавать ЕГЭ по английскому языку. Это лишь еще одна практика языка. И мы тщательно готовились к этому фестивалю. В первую очередь нам нужно было выбрать название нашей команды. Мы выбрали название «Скотланд-Ярд» лондонской полиции, потому что нам показалось, что это название будет очень классным, современным, и публика нас полюбит. 4 конкурса, первый из которых визитная карточка. Каждая команда представляет свой логотип и девиз. И лучший помощник в этом – богатая фантазия. Кто-то подготовил песню на английском, другие – миниатюры. Большое внимание участники уделили и костюмам, и даже макетам достопримечательностей страны. Здесь все напоминает о Туманном Альбионе. Мы подготовили огромное количество интересного материала, с которым мы хотим поделиться. В первую очередь это достопримечательности Великобритании. Достопримечательности Великобритании – это самое достояние Великобритании. Англия имеет огромное количество красивых мест, которые вы можете посетить. Мы пытались показать это. Страноведческая викторина, круглый стол и домашнее задание. В каждой номинации по правилам конкурса участники демонстрируют не только уровень владения английским, а еще и знакомят зрителей с культурой и обычаями Соединенного Королевства. Впрочем, такая чистая английская атмосфера царит не только в зале. Еще в коридоре гостей встречает и знаменитый Биг Бен, и красная телефонная будка, и двухэтажный туристический автобус. А на страже порядка, как всегда, молчаливые и серьезные полисмены. На английском здесь и поют, и беседуют, читают и отвечают на вопросы. Обязательное условие – ни слова на другом языке. Даже ведущие и педагоги приветствуют гостей и объявляют участников на английском. Разве что только гостям разрешается нарушить это правило. Согласитесь, читать оригинал, первоисточник и переводную литературу – это принципиально разные вещи. Специалисты меня поправят, если я не прав. 20% при переводе и смысл, и тональность, и подробность все теряется. Поэтому читайте, изучайте и науки, и литературу с первоисточников. А мы, руководство республики, будем делать для вас все, что вам необходимо. Спасибо вам большое, дорогой педагогический коллектив, за ваш труд. Огромное спасибо вам, ребята, за ваш труд. Это тоже труд – прийти и учиться, делать то, что нужно, и делать это на 5. Здесь читают Шекспира, подпевают Битлзу, цитируют знаменитого Шерлока Холмса и примеряют роли членов королевской семьи. Тем временем на сцену выходит команда «Авалон». Хозяева фестиваля готовились к этому конкурсу весь последний месяц. Гостеприимство, конечно, важно, но уступать соперникам ребята не собираются. Главная задача – это показать артистизм и слаженную работу команды. Если команда будет дружно работать, то все получится. Здесь собралось довольно много сильных участников, но мы надеемся на первое место. Когда мы готовились к этому фестивалю, мы сделали большой акцент на улучшении своего английского языка, так как английский – это наше будущее. И также подготовили несколько номеров. Девиз нашей команды «Don't be an alien in a foreign country» – «Не будь инопланетянином в чужой стране». В качестве жюри опытные педагоги, преподаватели английского языка Ингушского госуниверситета. Инициатор проведения фестиваля – руководство первой Назранской гимназии, которая на этом конкурсе стала языковым центром для любителей английского. Я считаю, что у нас желательно, чтобы ежегодно проходило как можно больше таких мероприятий, аналогичных фестивалей. Это и вот они уже начали между собой общаться. Они общаются уже не только на русском, а также и на английском, даже вот вне мероприятия. Им хочется похвастаться знанием каких-то там интересных фраз. Этот фестиваль первый, но уж точно не последний, отмечают организаторы. Тем более, что желающих принять участие в конкурсе было хоть отбавляй. Только не все успели подать заявки. Победителей и призеров конкурса ждут подарки. Но самый ценный из них, как отмечают здесь, это опыт и знания. Хади Добриева, Мэрбек Миржоев, Новости 24.